Ну, мы вас приветствуем у нас в редакции, рады вас видеть здесь всех. Мы вас сегодня пригласили, потому что мы сейчас реализуем проект «Мы» — это Медиа Берли, университет медиа организация, которая является учредителем портала Love and Them. При поддержке Independent Media Support реализуем проект по продвижению успешных женщин, не столько успешных, сколько женщин, которые в Гагаузии делают какой-то вклад для развития своих сообществ. У нас мы снимали 5 эпизодов, 5 разных женщин из разных населенных пунктов. Сегодня мы представим первый фильм про Людмилу Анастасову, которая является женщиной бизнес-вумен или бизнесменкой, то есть будем использовать и феминизмы. Сегодня здесь, помимо гостей, которые пришли на премьеру, у нас есть 2 эксперта. Это Людмила Ибришим, доктор психологии, психолог, вы ее все знаете, Наташа Баурчелун, директор юридической клиники «Камрад». Они нам помогут после окончания фильма обсуждать и обменяться мнениями. Поэтому мы вам представляем фильм первый, он еще не был показан публично, то есть это первый показ. Поэтому мы просим, чтобы вы не снимали на телефон и видео, потому что премьера фильма в интернете и в Ютубе запланирована на следующую неделю. Поэтому зрители смогут увидеть его в нормальном качестве. То есть, просим вас, фотографии делайте, но снимать видео вы сможете посмотреть это на следующей неделе в хорошем качестве, они будут в открытом доступе. Поэтому приглашаем вас к просмотру. Фильм идет 20 минут, поэтому думаю, что вы не устанете от его просмотра. И надеемся, что наши коллеги, потому что Алла является автором сценария этого фильма, постпродакшн у нас полностью занималась компания из Кишинева, Паскару, студия Серджи Паскару. В общем, надеемся, что вам понравится. Поэтому приглашаем вас к просмотру. Натягиваешь вот эти пружины. Крепишь ее с одной стороны. Кольца, видишь, какие-то колечки сюда идут. Да. Пружины вставляешь и с другой стороны. Можно производить их массово, да? Сейчас я еще посмотрю на нет. Это самое распространенное. Галят Вита – это фабрика с характером. А в ее основе – женщина, которая превратила опыт, дисциплину и мечту в успешный бизнес. Это история Людмилы Анастасовой. Я хотела быть врачом, хирургом. Но жизнь сложилась так, что экзамены в мединститут были в августе, а экзамены здесь, в Камрате, как раз только открылся юридический факультет, было в конце мая. И я сдала и поступила. Я вообще не отсюда, я не с Камрата, я с Каушан. И я когда пришла сюда, вот немножко и культура здесь другая, да, и вот как раз развал Советского Союза, такая преступность была. Я молилась, чтобы быстрее закончился этот год и перевестись уже в Кишинев. Ну, и в течение этого года я познакомилась со своим будущим мужем, который сделал мне предложение, и все закрутилось, завертелось. Я закончила университет очно. На последнем курсе я родила ребенка, то есть стала мамой. Так сложилось, что, да, я родила одного и сразу стало 3. Но я старалась всегда воспитывать детей в таком формате, что не гнобить детей, не бить. Всегда ребенку давала, например, даже если какая-то проблема была, то есть всегда давала результат. Какой результат? Хорошо, вот ты поступил так, вот хорошо, кому ты сделал плохо, себе хорошо. Вот, то есть все действовало на анализе, то есть полный анализ. Ребенок анализировал свой поступок. Как он поступил, сколько он сделал, например, негатива, как он навредил близким, родным. Дети дружили между собой никогда. У нас не было таких прям очень резких конфликтов. Даже сейчас они поддерживают очень плотно связь. Слава богу, детей мы вырастили достойно. Детки все работают, все чем-то занимаются. Проблем нет, родители не напрягают, слава богу. Вот это самое главное. Лари mai deschis să fii mai frumoasă, da? Noi putem să calculăm și cu acestea. Да, putem să facem și așa model. Ничем проблем. Noi putem să facem cum voi doriți. С моим мужем открыли компанию, вот то, чем мы сейчас занимаемся, но это было далеко, это было очень далеко. Только-только мы начинали, мне было очень сложно. Почему? Потому что, получается, 3 детей,
да, ну, 2 пасынка у меня получается, возраст 3-4 годика, и новорожденная, мне было очень тяжело. И бизнес, и университет последний, дипломный, все вот это, да. Но я справилась удачно, на 10 баллов. Справилась удачно. Знаете, как говорится, что нас не убивает, делает нас сильнее, закаляет. Если я ставлю цель, к ней иду четко, то есть независимо от того, если даже мне ставят преграды, я становлюсь еще упертее, иду. То есть упрямство в данном случае это хороший знак. Мы очень тяжело поднимались, вот, потому что тогда не было никакой грантовой составляющей, были кредиты под бешеные проценты, 28%, я помню, мы брали кредиты по 28%. Сейчас, когда нам предлагают по 9-10, и мы носом крутим-вертим, а 28% это была вообще неподъемная ноша. Если бы это было 20 лет назад, такие условия, как сейчас, например, как сейчас у нас в Республике Молдова, то, конечно, я думаю, что амбициозность планов была бы намного больше. Помню, с моим отцом они создавали, тут были пустые склады, пустые старые помещения. Они пытались создавать своими руками станки мебельные, то, что можно было максимально, чтобы начинали только с рабочих, на всего было 3 человека, это она, еще помощник один, мой отец. Ну вот своими усилиями, своей настойчивостью, знанием языков, кстати, это немало было важно, они с Божьей помощью в течение 7 лет создали компанию, на которой работало более 100 человек. Всегда говорили, первому человеку надо дать зарплату, а потом остальные свои потребности. Когда даже учился в школе, и часто стоял на остановках в школу, ехать или обратно, и когда рядом стояли люди, видели наши 2 автобуса, да, они все говорили, как мне приятно было слышать, вот смотрите, вот эти Анастасову едут, они бесплатно и кушают, там, и их возят и привозят. В районе Скирцева были в основном большинство рабочих. Когда что-то могли позволить там, с отцом моим, что-то, там, как бы где-то сказать, попросили, к ней лишний раз никто, просто так вот, или там наглеть никто не позволял никому, потому что она так говорила. Особенно курение было очень строго у нас, чтобы не курили в цехах, потому что, последствия могли быть разные. Очень штрафовалось. Все приходили, может поговорить там, с Сергеем Ильичем, чтобы Людмиле сказал, там, врач даже штраф, говорит, нет, строго, что завтра они будут курить, послезавтра они будут пить, через 2 дня они руку порежут, а потом будем мы сидеть за них. Это очень важно. 130 человек контролировать один, тут не можешь 5 контролировать. Не знаю, что им дать, какую работу, чтобы они не стояли, чтобы они не порезались. Сейчас, когда тебе дают гранты, то есть ты открываешь только oda.md, и там смотришь, сколько и фемей на фачере, женщин в бизнесе, интернационализария, экологизария, и какие угодно проекты. Поэтому сейчас просто грех не пользоваться данной системой. Мы сейчас находимся в нашем главном цеху, находимся возле нашего станка. Это наш станок можно назвать сердце предприятия. Мы участвовали в 2 проектах ретехноларизария и интернационализария. И написали и вот это оборудование, и солнечные панели. Это оборудование нам делали на заказ в Австрии. Мы хотели именно эту компанию. Почему? Потому что она себя уже зарекомендовала как очень качественное оборудование с гарантией 5 лет. И у нас как бы все мебельщики, они в основном отдают свое предпочтение данному оборудованию. Это оборудование полностью автоматизировано. Стоимость его около 70 тысяч евро. И, конечно, без поддержки правительства и европейских грантов, конечно, нам было бы сложно его приобрести. То есть нужно было бы брать кредит и опять рассчитываться с кредитом, и опять это ложится на себестоимость продукта, конкурентоспособную цену. Скорость работы выхода продукции увеличилась почти в 2 раза. Он не работает еще в нагрузку так, как мы можем, то есть capacity можно увеличивать, количество людей увеличивать, количество работы тоже можно увеличить. Он именно профессиональный. Мы уже делали экспорт в Германию, но сейчас, как вот эта пандемия началась, все немножко так припало, поэтому мы амбициозно настроены работать и отправлять нашу мобилу на европейский рынок. Перед тем, как мы приобрели новый станок, мы работали на вот таких вот станочках. Это ручная работа. Деталь проводится по ней, то есть усложняла, очень намного усложняла нашу работу и по времени, и по самой работе. Значит, кромка оклеивалась
И для того, чтобы провести следующий этап, нам нужно было ее прочистить. После этого мы должны эту же деталь пропустить еще раз. То есть если требуется по кругу, то у нас получается 4 раза мы должны ее пропускать. Но перед этим мы должны сначала ее почистить. Что касается того станка, мы там поставили, сняли и забыли. Благодаря этому станку, европейский стандарт или что, даже не знаю, как сказать, но изумительная штука. Мы вот таким вот макаром его ставим, и он сам готовую деталь вытаскивает. Все, отпускай. Отпускай, пусть сама идет. Когда мы проводим детали, все откромированные отходы попадаются сюда, в эти мешки. И мы вручную ничего не убираем. Соответственно, через определенное время отходы выбрасываем. Раньше, все на пол шло, выметали, подметали. Обращаюсь к молодежи, к стартапам, да, кто боится заниматься бизнесом, я считаю, что сейчас как раз-таки время заниматься бизнесом, заниматься особенно производством, потому что у нас производство вообще в Молдове не охвачено. То есть, как я разговариваю иногда с молодежью, и они говорят, чем заниматься, нечем заниматься, все уже на рынке есть. Послушайте старого волка, у нас на рынке вообще ничего нет. Если это смотреть лет 20 назад, то женщины в бизнесе, это, мне кажется, очень сложно быть. 20-30 лет назад, когда еще такой патриархальный, да, у нас был уклад, мужчины очень ревниво относились к тому, чтобы женщина вела такой более-менее самостоятельный образ жизни в плане принятия каких-либо решений. Женщина больше должна была сидеть дома, воспитывать детей. А сейчас я считаю, что нормально, несложно. Каркас деревянный и эти тоже? Нет, база скану кадр динцава металлика. 25. Нет. Значит, только деревянные. Только эти планки можно делать. Можно их самой посчитать. Мы посчитаем их сами, да. Вообще с сотрудниками у нас мы всегда можем и пошутить, и всегда идем например, на помощь, если нужна какая-то помощь, или, например, если они отпрашиваются, вообще никаких проблем. То есть у нас очень хорошие, здоровые отношения, здоровая атмосфера и обстановка. Почему? Потому что у нас нет такого наускивания на кого-то, то есть если кто-то поставил глаз, начинают травить этого работника, боже упаси, у нас такого нет. Я вообще это не приемлю, когда в коллективе начинают кого-то травить. Я работаю на этом предприятии уже 20 с лишним лет. Начинала вообще с самого начала практически. Вообще я пришла в качестве няни, смотрела за ребенком, но со временем так получилось, что поработала и завскладом на фурнитуре, потом перешла в магазин на продажу как продавец. Ну и в дальнейшем перешла на предприятие. На предприятии, наверное, уже работаем 20 лет. Людмила вообще с самого начала, мы с ней в хороших отношениях с нашего знакомства. Мы всегда дружно, весело, всегда понимающие. Никогда не было между нами никаких споров, никаких претензий, я не знаю. Мы всегда ладили с ней. Она положительный человек. Она очень эмоциональная, но она положительная. Она сама своей энергией толкает самого работника, человека, двигаться вперед, не останавливаться. Идей у нее очень много, и всегда она старается их реализовать по мере возможности. Есть возможность, реализует. Нет, все равно пытаемся реализовать. У меня были промежутки, что с начала основания фабрики я устроился в 2000-м, можно сказать, 99-2000 год. Это у меня получается 16 лет, промежуток -6, и сейчас я опять здесь. Я учился на столяра-плотника. У меня есть профессия водитель, но водитель у меня не удался. Это как-то душа уже лежит. Приходишь, просто вы знаете свою профессию, вы знаете, уже взял деталь, пошел на этот станок, пошел на тот, просверлил, собрал. Да и день прошел. У нас очень много приходит студентов на практику, очень много. Они заканчивают профучилище и отправляют к нам на практику. Студент школьно-профессиональный номер 3 из Кишинева. Но я тут прохожу практику в Камбрате, тут на этой фабрике. В ноябре и декабре на прошлом году тоже тут работал, и мне понравился тут коллектив, все такое, и я решил приехать и сейчас тоже здесь. Дана Людмила приходит каждый день и смотрит, как мы работаем. Нравится, очень интересно и нетрудная работа. Иногда бизнес – это не только про успех, цифры и аплодисменты. Иногда это борьба. С
с рынком, с обстоятельствами, с собой. Когда привычные схемы рушатся, а уверенность сменяется тревогой, приходит время настоящей проверки. На стойкость, на веру, на силу команды. Пожар нас научил быть более внимательным не только вообще к производству, вообще к жизни. Да, почему? Потому что я думаю, что это был тоже какой-то урок для нас. Горе, проблемы, счастье в нашей жизни приходят не просто так. Из этого мы должны чему-то научиться. Но если мы ничему не учимся, то в нашей жизни это происходит все чаще и чаще. Поэтому с каждого урока, даже если он очень трагический, да, мы должны брать какой-то вывод делать в этой жизни. Да, и вы знаете, это реально работает. У нас были сложные периоды, но мы всегда старались идти вперед, находили выход. Людмила с супругом всегда находила выход для работников, чтобы никто даже не почувствовал саму проблему на предприятии. Наши работники никогда не чувствовали, в принципе, проблем. Помню, у нас были сложные времена, это был, наверное, 2008 год, когда кризис был. Взяли кредитов, и все как-то пошло на спад. Я помню, что были проблемы морально. Тяжело было вынести, когда производство, знаете, приходили разные проверки, прокуратуры, все хотели что-то у нас отобрать, что-то забрать, что-то, и казалось, что что-то быстро все развивались. Они знают, что они с утра до ночи сидели, придумали самодельные станки, распилочные пресса строили. С 3 прессов, там, кто бэушный покупали, делали один. Сам своими руками они варили, чтобы производство поставить. Даже несмотря на кризис, у нас все равно работало до 2015 года около 65 человек, даже старались держать компанию. Во время ковида к нам вообще пришли, закрыли нас на 2 месяца. Но за эти 2 месяца я устроилась в школу по бизнесу, то есть по маркетингу, по выводу своих товаров на экспорт. Я проходила 2 месяца обучения. За эти 2 месяца я построила себе как раз теплицу. Сейчас посадила редиску, а так каждый год сажаю что-то. То есть это получается тоже как хобби. Благотворительностью я занимаюсь уже много лет, я об этом даже никому не говорю. То есть, если, знаете, как говорится, если хочешь сделать доброе дело, об этом правая рука не должна знать, что делает левая. Иногда даже встречаю людей, которые мне говорят: вот, вы мне тогда так помогли, а я, честно говорю, я даже не помню, кто этот человек. В 2021 году мы образовали здесь у нас в Камрате клуб Inner Will, интернациональный клуб женский. И почему мы объединились? Потому что, например, когда человек один помогает, и когда нас 6, 7, 8 человек, и мы скидываемся, и мы можем сделать больше, то есть объемнее, массивнее, да. И вот мы сейчас сотрудничаем все вместе, собираемся иногда. В прошлом году я открыла уже благотворительную компанию, как НПО, официально зарегистрированная в Республике Молдова. Она называется Charity Will. И здесь мы уже можем привлекать фонды. Это как хобби. Для меня это не моя основная работа, нет. Но шаг за шагом я учусь, как писать проекты. Это не коммерческие проекты. И очень было тяжело перестроиться не от коммерческого, когда ты знаешь, что ты это сделал, ты должен получить. А слово некоммерческий, там прибыли нет. То есть ты заточен только на то, чтобы помочь, больше людям помочь, то есть больше, там, например, вовлечь население, волонтерство. Это совершенно другое. Мне было очень тяжело полгода, я вообще не могла сообразить, как это делать. Уже получается, участвовала в одном проекте с Лондона «Здоровые легкие». То есть мы вели пропаганду в школах о том, насколько вредно курение, сигареты, кальяны. И мы разговаривали со школами. Где-то 5 школ мы прошли на уроках биологии, на классном часе. И это реально работает. То есть кто-то должен этим заниматься. Вот кто-то должен заниматься. Я эту миссию взяла на себя. У меня сейчас новый проект, я пишу книгу. Думаю, в этом году я ее закончу. Да, и уже связалась с публицистами в Нью-Йорке. Они меня берут на поруки. Я как бы не профессионал, я делаю это, стараюсь делать максимально в рамках литературных этих всех моментов. Книга основана на реальной истории, моей истории. Она сочетает в себе и мистику, и немножко историю, то есть как было во время Советского Союза, потому что я жила во время Советского Союза и после развала Советского Союза, то есть это тонкой нитью так проходит. Это история Людмилы Анастасовой. История о том, как женское лидерство может быть точным, решительным и вдохновляющим.
Вообще, что касается планов на будущее, я очень бы хотела открыть рынки, например, в Румынии, потому что это наш самый первый сосед. И мы участвовали в ноябре месяце в Бухаресте на выставке. Да, то есть тоже набрали 6-7 контактов, которые постоянно со мной на связи, да, и я не знаю, чего они ждут пока, но они очень заинтересованы работать. Может быть, какие-то они знают больше, чем мы, может, какие-то там преференции будут, например, на товары из Республики Молдова. Я ни о чем не жалею вообще. Вот если так обернуться назад, не жалею ни о чем. Только мелких каких-то нюансов, там, которые, например, можно было исключить, да. То есть, например, в прошлом я больше такая была Грымза, да, можно сказать. Да, то есть, если вернуть назад, я бы немножко поменяла бы свое отношение. Мне была бы другая. Вот только в данном контексте. Почему? Потому что вот чем ты больше нервируешься, тем больше проблем создаешь себе. И другим, и себе в том числе. Поэтому вот, может быть, только этот нюанс. То есть просто я сейчас стала мудрее, тогда еще была молодая, кровь горячая, а так вот больше ничего бы не поменяла. Все так бы и оставила. Я вообще, когда вижу людей, когда они говорят, все плохо, нет, а что ты сделал для того, чтобы было лучше? Ничего. Ну так надо стараться, нужно что-то делать, чтобы двигаться как-то, вот как-то развиваться. Я хочу поблагодарить Бога, что он мне послал такого замечательного мужа, который меня во всем поддерживал, никогда меня ни в чем не обвинял, всегда мне помогал. То есть мы шли вот так вот плечо в плечо друг с другом. И если бы я была одна, я не знаю, справилась бы я с этим или нет, но совместно с моим супругом все было очень легко. Конечно. Бесплатно газ для меня дома. Бесплатно электричество. Ну, в общем, как я и говорил, это наш первый фильм. Это не значит, что мы его покажем только на наших платформах. Нет, проект предполагает большую информационную кампанию, в том числе у нас есть медиапартнеры, это и портал ТУК, и БАС-ТВ, и просто радио. Поэтому это будет большая кампания, которая будет длиться где-то, думаю, что месяца 2. Поэтому фильмы будут показаны во всех регионах. Еще с каких районов вы представляли? Ну, еще каких районов? Мы работали только с женщинами из Гагаузии, мы не работали на другие районы. Потому что в проекте есть другие медийные организации, возможно, что они снимали другой контент или делали какой-то другой контент. Мы работали в Гагаузии, и героями есть, как зовут, Ина Яну с Чешмикеем, потом Светлана Капанжи, как ученая из Чагырмунги, Алена Бабенко и Лидия Осташ. У нас был другой список, но во время съемок получилось, что не всех удавалось уговорить на съемки, а у нас были очень сжатые сроки на постпродакшн. И фильмы будут субтитрированы на румынский и гагаузский язык, то есть не только на русском языке. Поэтому думаю, что они будут иметь долгую жизнь, не только одного показа. Поэтому пока вы видели первую версию, там есть некоторые технические погрешности. Компания, которая занимается этим, их откорректирует, но там такие мелкие детали, вот сейчас я запомнил, видел, что там есть некоторые погрешности. Поэтому будем рады, если вы скажете свое мнение вообще об этом. А у нас, вот я говорю, что есть эксперты здесь, которые нам помогут в дискуссии. Ну, как вы сказали, да, это уже было очень быстро, нужно было принять решение. Мы когда звонили, я говорю, подожди, не могу, так, он говорит, так, все, понедельник мы у тебя. То есть вот перед фактом конкретно, ну ладно, окей. Я не знала, в каком формате, что будет, как. То есть вот так все, как обычно в таком формате пошла на работу, что будет, будут, придут, не придут, не знаю. Экспромтом. Да, а всегда экспромтом лучше получается, чем это самое. Да, все то, что там было, это было не наиграно, это вот простой рабочий день, как раз клиенты пришли, мы обсуждали, и вот обсуждали тендер один, Министерство Лапарери тоже, как раз все попало, и так все легло. Что касается вот таких съемок, таких мероприятий, я считаю, что это нужно делать. Почему-то у нас многие не хотят, стесняются.
это время, все это понятно. Но все равно нужно приводить какие-либо примеры. Я не говорю пример с меня. У нас есть вот очень интересная сзади госпожа Быкова, у них тоже очень интересный бизнес. Вот я предлагаю тоже снять очень интересное предприятие и очень успешное. Они продают и в Метро, и в Кауфланде свои товары, вкусный продукт, который каждому человеку на столе прям просто необходим. У нас есть много таких примеров, и я считаю, что чем больше заниматься политикой, потому что этой политикой уже вот здесь все сидит, я уже даже не хочу ни заходить, ни открывать, ни фейсбук, ничего, потому что реально уже просто не хочется заходить в этот негатив, смотреть. А вот именно у нас, вот, даже я была вот у Лены, я сказала, не хватает вот таких экономических бизнес-передач для того, чтобы стимулировать молодежь. Потому что молодежь у нас как, заканчивает школу, не знают, что идти, куда, они как слепыши. Их нужно направлять. То есть вот даже когда я ехала буквально с Чедруги, подвезла парнишку молодого, стоял на трассе. И по дороге я его так зомбировала, что он говорит, все, хорошо, что вы мне попались. Он заканчивает уже школу, говорит, не знаю, куда идти. И я говорю, хочешь, я тебе посоветую, куда идти, послушай меня, и ты реально будешь успешным. Вот у нас сейчас все экономисты, юристы, извините за выражение, как собак нерезанных везде, да. Я говорю, у нас сейчас нужны такие профессии, как инженер, электрики, столяры, ну ладно, столяры-плотники мы сделаем с тебя, да, там, крановщики, там, сварщики. Я говорю, это профессия на вес золота. Тут ты можешь поставить 2-3 розетки, вот мне приходят 2-3 розетки, там протянуть 1500-2000 лет, хоп, сразу нужно заплатить. То есть я к чему говорю, что это всегда живые деньги. И, например, даже у нас обслуживание оборудования, нас обслуживает один инженер, который обслуживает всю Молдову, он один в Кишиневе. Я даже его спросила, какой у него доход, он говорит, у меня до 40 тысяч леев доходит в месяц. То есть просто пришел, покрутил, там чуть-чуть ему уплачиваешь и переезд, и обед там. То есть я к чему говорю, вот поэтому, дорогой мой, я говорю, выбери эти профессии. Вот парень говорит, я обязательно выберу что-то из этого. И вот, то есть вот с людьми, с молодежью нужно, я же помню себя, когда выпустилась, я не знала, куда идти, куда и как и так далее. Поэтому вот с молодежью нужно их направлять, давать правильные пути, чтобы они реально проучились на профессии, которые реально нужны. У нас в Молдове нет, мы задыхаемся, у нас нету таких специалистов. Один электрик там, и бегаешь за ним, охотишься, он постоянно занят. К чему говорю, что даже здесь в Камрате. Поэтому вот такие профессии нам нужны. Именно профессии, это IT у нас довольно-таки много, и в Молдове очень хорошо IT, довольно-таки на хорошем уровне. А вот эти профессии, которые я назвала. Дальше, то, что касается бизнеса, женщин в бизнесе. Сейчас намного проще заниматься бизнесом, чем когда раньше. У нас сейчас даже все эти инстанции, как охрана труда, налоговая, они сейчас не карательного типа, они сейчас именно помогают, да. Приходят, говорят, здесь обратите внимание, тут приходят, проверяют, сделал ты, устранил. Ну, наглеть тоже не нужно, нужно соблюдать законодательство. Но я вспоминаю, как раньше, когда была экономическая, финансовая, полиция налоговая, все как нападали, это очень сложно было, и проценты по 28%. Это, я не знаю, поэтому все были сдерганы, очень тяжело было бизнес открывать, нежели сейчас. Сейчас это просто клондайк, поэтому я считаю, что вот такие видеоролики нужно снимать, показывать больше. Прямо даже вы можете блог сделать нам передач именно о бизнесе, приглашать какого-то бизнесмена постоянно, чтобы он рассказывал свою историю, как, где плюсы, минусы, чего уходить, где не бить шишки. Вот эти все, это очень круто было бы. Эта политика, да, она тоже нужна, но и экономика тоже нужна, потому что без экономики, извините за выражение, развития у нас не будет никакого. Можешь делать все, что хочешь. И пропаганду эту, но все равно нужны технари, нужны люди, которые будут это все тянуть. Поэтому я вам предлагаю всем, вот Елене я предложила проводить вот такие передачи, связанные с бизнесом. Да. Спасибо. Пожалуйста. Ну, давайте я, наверное. Меня зовут Наталья, я из Общественной ассоциации юридической клиники. Первый момент. Вы в жизни намного интереснее, чем онлайн. Это то, что мне первое бросилось в глаза. Посмотрев фильм, у меня выстроились в голове две линии. Первая касается вашей целеустремленности, то, о чем вы говорили и показываете. И вторая – это то, что вы говорите про поддержку вашего супруга. Это очень важно, если честно, потому что, может быть, потом, уже после, можно задать вопрос по поводу поддержки мужа. Но мое общее впечатление – очень приятно, что вы занимаетесь не только бизнесом, но и попытались уйти в сектор НПО.
Да, это очень отличается от бизнеса, да, это совсем все по-другому, но вы правильно заметили, что это заточено на то, чтобы помогать людям и не получать за это прибыль. Да, это на самом деле так. Это наш, ну, другой, у вас другой формат мышления был до сих пор, поэтому понятно, что вам сложно. Со временем это все возможно. По поводу поддержки мужа и по поводу того, чтобы показывать эти фильмы и мотивировать других женщин из других районов, и Гагаузии, и Молдовы в том числе, потому что вы правы, очень многие не знают о возможностях, очень многие боятся таких возможностей. Некоторые женщины настолько скованы, они настолько находятся в страхе, и что у них ничего не получится, а тем более, когда у тебя нет поддержки, это на самом деле очень сложно. Но у меня вот в связи с этим такой вопрос, если можно, конечно. Если бы не было поддержки мужа, ну, моральной и так далее, было бы все точно так же? Или было бы по-другому? Я не знаю, как бы это было бы, но просто дело в том, что я же вам объяснила, что я заканчивала университет, была беременная, еще и 2 мальчишки его, которые, то, что получаю, вышла замуж, я сразу 3 детей. То есть и все возраст 3-4 и новорожденные. То есть это сложно. И заканчивать университет очно. Я не за деньги заканчивала, я училась. Я и в школе хорошо училась, в университете. То есть такая добросовестно. И как раз только начиналось вот это бизнес, открытие. Это очень сложно было. Вот я даже сегодня перед тем, как прийти сюда, вспоминаю, через что я проходила. Говорю, я не знаю, наверное, сейчас я бы, наверное, не согласилась опять пройти все то, что я проходила тогда, или то, что я была молодая, много адреналина, энергии, я не знаю. Очень тяжело. Но, вы знаете, я же говорю, то, что нас не ломает, делает нас сильнее. И если ты ставишь цель, не знаю, как у других людей, но если я ставлю цель, я к ней иду, вплоть, несмотря ни на что. Проблема, когда проблема, еще настырнее становлюсь и иду до конца. Я не знаю, может, это еще от характера зависит, но я хочу сказать, что сейчас, вот если меня просто бросить вот одну, да, вот так, то я думаю, что проблем вообще у меня не будет. Я везде, как у меня уже есть опыт, который, да, то есть можешь забрать у меня все и кинь меня в любую страну, я там себя самореализую, это однозначно. Потому что у меня есть мой драгоценный опыт. Это то, что вы можете забрать у меня все буквально, до трусов. Но у меня есть опыт, я себя опять одену, и все будет у меня нормально. Ну, мотивирующая история, очень бесспорно мотивирующая история, особенно для тех, кто на самом деле хочет заняться своим делом. Я думаю, нужно посмотреть для того, чтобы какие-то зернышки в голове появились. Вам удачи, я могу пожелать только удачи, и на самом деле проходить эти препятствия так, сквозь них. Нужно кого-то мотивировать, отправляйте ко мне. Вот, пожалуйста, это Дмитрий, да, ну, Сергей, да, и Дмитрий тоже может высказаться, да. Можно я скажу, как медийщик, меня зовут Сергей Судев. Все мы знаем. Вот. Очень приятно, что меня сегодня пригласили на презентацию этого документального кино. Хотел бы сказать, что вас я видел и на национальном телевидении Молдова Уну. Хотел бы отметить, что я, наверное, за последние 1,5-2 года ни одну работу такую крупномасштабную, которую делает Виталий Гайдержи, я не видел. Есть много очень других форматов документального кино, которое было отснято. Жалко, что мы их не видим в широком, большом публичном пространстве. Это хорошее начинание. Почему? Потому что мы видели культуру, сейчас мы видим уже бизнес-среду. И в этом смысле слова вы, как первопроходец, вот пожелаю вам всего самого наилучшего, а Виталию, наоборот, больше интересного, чтобы мы больше узнавали. Да, чтобы эти работы стали не только интернета, для пользователей интернета, да, но и, может быть, со временем эти работы кто-то возьмет для ретрансляции, не только местные телерадиостанции, да. Но еще раз отмечу, что таких работ никто так не производил. Надо признать, что это единственная медиаорганизация, которая делает документальное кино. Пускай она короткая, а пускай она рассказывает о хороших делах у нас в Гагаузской автономии, но, однако, это нужно продолжать, приумножать и софинансировать. Я думаю, что это немаловажно, это мотивация. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо. Я хотела продолжить, поддержать Сергея в комплиментах. Хотела сделать комплимент вам за такой проект. На самом деле очень интересный проект. Я вижу первый фильм.
И думаю, что следующие будут такие же интересные. На самом деле все время очень важно делать мотивирующее кино. Это очень важно. Затем, чтобы, как вы правильно, Людмила, сказали, молодежь могла бы на что-то сориентироваться в этой стране. Потому что, как вы заметили, молодежь в этой стране бывает очень дезориентирована. И почему-то, по опыту своих родителей, часто смотрят за границу и в тот опыт, где можно быть гастарбайтерами. На самом деле в этой стране, как вы правильно отметили, будучи в этой сфере, вы чувствуете ее, понимаете, есть очень много возможностей приложиться. А хотела про вас, если можно, немножечко. На самом деле Людмилу знаю давно, но не знала в деле. Вот в фильме увидела такую деловую женщину. И мы с Аллой, где она, мы с ней делали серию подкастов, говорили об успешных женщинах. Ну, а теперь вот и реальная иллюстрация того, как может женщина стать успешной. На самом деле родилась очень мощная, энергичная женщина и попала в относительно благополучную среду, где ее поддержали. Наталья говорит о поддержке, да, это один из основных факторов успешности. Кстати, для женщин очень важно, чтобы их поддерживали их отцы и их мужья. Когда это происходит, то это очень благотворно влияет на результат. И еще одна вещь, на самом деле природа и мама с папой дали вам мощную энергию. И здорово, когда она вот так реализовалась. То есть вы нашли место, где ее приложить, потому что миллионы женщин в этом мире страдают от того, что, они могут приложить свою энергию где-то, но неудачно. А у вас сложилось, и у вас получилось удачно. И я так понимаю, что вы кайфуете, потому что там на экране были такие блестящие глаза все время. И я понимаю, что вы гордитесь тем, что вы делаете, и вы кайфуете. Это главное счастье. На самом деле в этом успех. Успех не в... вы бизнесмен, скажете, что это не так. Успех не в количестве денег, успех в применимости своей, в том, что я при деле и дело мне нравится. Это самое главное для женщины, да и для мужчины тоже в этой жизни. Дай вам Бог успехов дальнейших. У вас еще море энергии, я так понимаю, и вы можете много чего сделать еще. Здорово, что вы пошли в НГО, здорово, что вы там применяетесь. Рады этому. Вы говорите о том, что бываете в школах, это здорово. Я думаю, что... Кстати, там можете говорить об экономике тоже, не только о курении, потому что в школе развитие экономического мышления это очень важно. Знаете, с чем я сталкиваюсь, с тем, что, допустим, в Италии рассказывают о каком-то семейном бизнесе, который в 5 поколениях. Все ясно, что им проще. В нашей местности молодежи сложнее, потому что их родители занимались, понятие бизнес как таковой, в рынке у нас появилось не так давно, поэтому для многих непонятно как. Многие хотят, чтобы им дали работу. Это вот такая проблема, когда мы хотим, чтобы нам дали работу. Сделать работу, как сделали это вы, это сложно. Для кого-то это достается от родителей, когда это делается с нуля, это достаточно сложно. Поэтому этот фильм как яркая иллюстрация того, как это можно делать, как можно продвигать, как можно женщинам быть таким, вот с этой энергией делать какие-то очень полезные дела для себя и для мира тоже. Я думаю, здорово. Здорово, что этот фильм появился, здорово, что есть вы, здорово, что вы есть как пример, здорово, что вы сошлись. Этот проект и этот человек. Вместе учились. Здорово. Знаете, я всегда говорю, что наша местность провинциальная, в ней масса выгод. В том, что мы знаем друг друга, в том, что у нас все проще, чем в очень крупных городах. Поэтому, на самом деле, здорово, что мы тут есть. Дай Бог вам дальнейших успехов, процветания и компании. Хочу пожелать процветания в самом деле, новых и новых проектов, чтобы вы рассказывали о людях, которые живут в нашей местности. Спасибо. На самом деле это стратегический проект. У нас есть один партнер. Я говорю, что 3 проекта идут одновременно, которые поддерживает один партнер. Мы начали с осенью прошлого года. И первая часть этой стратегии это была финансовая грамотность. Может, кто-то видел, у нас появился отдельный раздел на сайте «Финансовая культура», где мы рассказываем о том, как правильно инвестировать, как правильно тратить деньги, как строить семейный бюджет. Мы издали книжку, ребята, принесите эту, в рамках проекта на гагаузском языке для детей о финансовой грамотности.
Следующим этапом было, что мы очень осторожно подошли к теме успешных женщин. Сперва начали в рамках проекта, запустили 5 подкастов с Людмилой Юрьевной. Они есть в видео варианте. И на сайте все есть. Также есть с Вадом Граки 5 подкастов по финансовой грамотности. А следующий этап это вот были подкасты. Сейчас мы их параллельно запускаем на другие платформы, чтобы фильм пошел через YouTube и охватить очень большую аудиторию. А эти книжки в каком... Сейчас принесут. Очень хорошие, яркие. Мы делали 700 экземпляров, тоже поддерживала. Где вы их... Мы раздали это управление образования, отвезли, передали бесплатно в Украину, в гагаузские села. То есть книга не продавалась, она на гагаузском языке. И следующая вот стратегия это статьи, публикации в рамках этого же проекта. И плюс мы параллельно сейчас, мои коллеги работают над веб-сериалом о молодых людях, как они видят будущее Гагаузии. Поэтому это очень большой проект с одним и тем же партнером. То есть вообще нужно очень, очень серьезно работать. То есть мы не рассматривали только одну единицу контента. Поэтому как бы это большой такой стратегический вопрос с нашими партнерами. Можно я скажу пару слов? Да. Ну, я вот, кто до сих пор выступал, вижу одно, что все заметили только хорошее, ну вот то, что сегодня есть. А Людмила рассказывала, как она начинала, и как были эти 28%, ничего нельзя было добиться, и был сплошной контроль. Я начинающий, я бизнесмен, у меня нет опыта 20 лет, только 5 лет как начал заниматься в животноводстве. До этого опыт был руководителя. Но я вам скажу, что вот даже 5 лет назад, когда я начинал, было совсем другое, как сегодня. Вот я написал проект, дал по авансовому субсидированию, так они раньше даже не говорили, почему отклонен твой проект, что вот эти замечания, вот это ты не так сделал. Просто отклонили и все. А сейчас... Наверное, 10 раз делали замечания, я исправлял все, что они говорили. Они абсолютно нормально, адекватно говорили, что вот это надо исправлять. Я исправлял, и все, в конце одобрили мой проект. И сегодня для молодежи, чтобы начать чем-то заняться, не чем-то, а вообще, вот как Людмила сказала, у нас просто пустой рынок. У нас все сюда привезено. У нас практически своего производства никакого нет. Так что можно заниматься, просто надо заниматься. Вот, я был в Турции по программе. Ездили там, смотрели овцеводство, козоводство. Кто занимается традиционно, как по старым методам, они на осликах также ездят, и ничего нет. А кто уже по европейским методам, да, производства молока и содержания животных, они у них уже шикарный кабинет, и машины, и все, и уровень жизни вырос. Понимаете, вот надо двигать и показывать, как там, как с Чимшлей с нами, когда был в Турции, он 12 лет занимается в животноводстве, и говорит, когда был в Австрии увидел там животных, пришел домой, на своих смотреть не мог. Понимаете? Вот надо показывать и рассказывать, как там, и почему у нас делиться так. Опытом, да. Делиться опытом. Делиться опытом. Дмитрий, а как мы с вами познакомились? Ну, давайте, вот в плане бизнеса, расскажите. На обучающем этом семинаре. И было там сколько, где-то 25, двое мужчин и все женщины. И только я один написал проект. Больше никто. И выиграл. А когда поехал в Кишинев, чтобы, когда они нас контракт подписывали, так все были, и они говорят мне, почему у вас с вашей группы... Очень пассивные. Очень пассивные. И люди не верят. Понимаете, вот как раньше было, у людей осталось. А вот как Людмила сказала, сейчас госучреждения не так работают. Они адекватные. И даже вот у меня была проверка санкций, да, проверяли. Сделали замечания, я их устранил, и все. Но не было террора. Чтобы пришли, ты что, ты так, ты такой, ты такой. Илья Вячеславович, представление исполкома. Мы через что прошли в начале... Ну да, но я говорю, сегодня этого нет. Сказали слово бизнес, и давайте делайте бизнес, но через что прошли, кто не знает. Бизнес это означал, это враг. Враг народа. Враг народа. А почему вот раньше такое было враг народа?
Но на самом деле наша задача не была в том, чтобы тиражировать историю успеха, а столько, сколько мотивировать людей. Потому что, когда мы обсуждали, уже несколько лет работаем в плане борьбы с дезинформацией, и это не дает эффекта. Когда ты пишешь о дезинформации с точки зрения, что ты опровергаешь эти фейки, то и читателей, и зрителей на такого рода контента мало. И, в общем-то, мы думали очень долго и с нашими партнерами, как подойти к этой ситуации. И вот выявили, что основные страхи, что вызывает у нас страх, эмоции, на что работает дезинформация. И решили, что мы не будем опровергать, мы будем показывать о том, что есть хорошие мотивирующие вещи, и в том числе объяснять людям, что продажа земли это не так плохо, что инвестиции, взять кредит это не так плохо, что есть люди, которые могли пойти на этот шаг и в том числе сделать что-то для себя и для своих сообществ. Поэтому вот уже будет в сентябре год, как мы работаем с Independent Media Support, ну и мы видим, что изменяется наша аудитория, как бы, что вы не думали, что не смотрят. Мы работаем на 5 или 6 платформах, да, по-моему, на 5 или 6. И наша общая аудиенция в месяц на всех платформах где-то 2 миллиона 300, 2 миллиона 500 просмотров в месяц. То есть в прошлом году мы имели 23 миллиона просмотров на всех платформах. Поэтому вы не думайте, что не смотрят, это создается впечатление такое. Потому что каждый из нас привык к какой-то определенной платформе. И не рассматривайте медиа как общие платформы. А мы сегодня вынуждены, к сожалению, работать на 5-6 платформах для того, чтобы не терять аудиторию. И в том числе производить контент, который потребляет целевая аудитория той или иной платформы. Поэтому здесь вы, конечно, не можете быть с такими большими требованиями к нам, потому что это занимает очень много времени и сил. Но каждый контент, он переобувается, переупаковывается для другой платформы. Потому что сегодня мы запустили, например, статью о вас утром на сайте, как бы подогревать аудиторию. Ее абсолютно в другом формате переделали для Инстаграма и ТикТока. Поэтому сейчас прямой эфир был в Фейсбуке уже в другом формате, а на следующей неделе будет премьера, которая будет на сайте и в Ютубе уже самого фильма. То есть один контент ушел в 5-6 разных платформ и под разной упаковкой. Я хотела спросить, вот так как вы здесь, как и журналисты, вот этот фильм, то, что в школах показали, где его можно посмотреть? Про... «Сибирь на костях» или как он там? Я хотела бы его посмотреть, но не могу нигде его найти. По-моему, его производил ОВХ студия, нужно посмотреть у них на сайте. Или нету нигде. Но вы должны понимать, что такого рода продукты, производящие компании в Молдове, вопрос не в платности. Потому что это производится чаще всего за счет собственных ресурсов тех продюсерских компаний или заинтересованных людей. И для того, чтобы фильм какое-то время мог участвовать в каких-то фестивалях, он не должен быть в публичном пространстве. Поэтому всегда есть определенные ограничения. Смысл тогда его делать, если нельзя посмотреть? Ну вот фильм «Мама» у нас был почти 3 года в закрытом режиме, потому что он участвовал в фестивалях, а условия, если он есть в публичном пространстве, он сразу дисквалифицируется с такого рода мероприятий. Поэтому я спрашиваю, что я не знаю все эти нюансы. Поэтому есть контент, который имеет ограничения. Ну, не то, что, если так считают как бы люди, которые его произвели. Потому что государство у нас как бы не особо сильно пока поддерживает кино. Да. К сожалению. В первую очередь, Сергей Ильич, благодарю, что вы меня с собой сюда взяли, пригласили. Потому что мы с вами очень, когда я с Сергеем Ильичем в машине был, общались по телефону. Я знаю, и именно вы меня навели на путь остаться в стране. Я? Да, да. Сергей Ильич поставил первый кирпичик, вы всю остальную стену возвели. Да, на какую тему мы говорили с вами, я не честно. Вы не помните. Но я могу судить по вам, зная еще Мишу очень много лет, то, как он воспитан. Потому что, будь у него другое воспитание, мы бы с ним характерами так не сошлись. И с Сергеем Ильичем. Потому что, когда он, особенно после тяжелого дня, мы когда с ним едем с Кишинева, он: я хочу домой, хочу жареной картошки. Я и Миша... Да.
Миша всегда о вас только хорошими словами. И о вас, и о Сергее Ильиче. Вот, ну, это видно, что ребенок рос в любящей семье. Я никогда детей не била, никогда в своей жизни. Но если нам нужны были какие-то профилактические методы с папой, это вот так, чтобы я не слышала, то я начну жалеть, начну вмешиваться, чтобы я не слышала в сторону. И вот они там разбирались между собой. Я рос в таких же условиях, где все словами, поэтому у нас насилия вообще не было. Да. Никогда в жизни. Но с вами всегда вы интересный собеседник, понимая, даже мало общаясь с вами, но слыша, как Сергей Ильич, когда вам звонит, и все, Сергей Ильич уходит из этого мира и с вами сидит. Вот. Спасибо. И все. Благодарю. Спасибо Богу, что он нас вел, потому что очень тяжело, реально очень тяжело. Вы сейчас видите, как ценностей семейных практически нет. Это, конечно, увы, не очень хорошо. Но, вот, не знаю, и так меня вырастили, у нас как бы с маминой стороны, с папой, у нас развода практически нет. Ни с маминой стороны, ни с папиной. То есть и родители живут вместе, и уважительные отношения. То есть вот это, наверное, все-таки с рождения взращивается в семье, и так передается, и так ты несешь этот код, вот этот код семейный, муж, дети, вот семейность на первом месте. Без шансов. Да, то есть я думаю, что потому что у меня и брат такой же, то есть как-то вот мы семейные все, и родители, это наверное, все-таки надо в детях, ну, пример, как они видят. Или как моя дочь, она долго не встречалась, я уже говорю, слушай, ты там не поменяла в Амстердаме ориентацию. Она 4 года, пока училась в университете, она ни с кем не встречалась, она говорит, я ищу такого, как папа. Вот я когда найду, вот тогда, и вот она нашла такого, как папа, и по характеру, и полностью. И слава моему Богу. брату в Лондоне то же самое, мой очень говорил такое. Ну, вот с вами, с тобой что-то не так. Сейчас мне то же самое говорит. Ну, я тоже но так он сказала. сам такой же человек был. Сводный брат у него появился в возрасте 30, ну, мой сводный брат, в возрасте 30 лет. И это Нет, на то время, это каждому свое. Поэтому я говорю, вот она ищет как папу, она нашла как папу, точно такой же характер, я очень хорошо знаю парня, ну, прямо один в один. Ну, вот это все-таки в семье, как видишь, девочки всегда сравнивают с папой, если папа нормальный, адекватный, конечно. Если папа алкаш, и, кстати, находит мужа алкаша, вот я смотрю статистику, то есть если в семье даже кто-то алкоголик или пьет, или это самое, вот она идет по тому же пути, зная, что вот такие последствия будут, и все равно это как-то вот, не знаю, это какой-то код, я не знаю, вы психологи, наверное, лучше в этом соображаете. Но статистика показывает, я наблюдаю, даже Дети учатся тому, что видят у себя в дому. Если курят, курят. Да. Как они у себя, например, Но если можно, я скажу чуть больше, что все-таки качественная семья – это большая работа. Это большая работа супругов, затем, чтобы научиться слышать друг друга, понимать, потому что все мы уникальны. Нет ни одного клонированного супруга, которого можем заказать. Я всегда детям на сайте, да, я говорю, привести. родителей на eBay не закажешь новых себе. А вот супругов тоже себе на eBay не закажешь. Ни на Алиэкспресс, нигде. Это только нужно как бы формироваться внутри семьи. И видно, у вас получилось, это здорово. Это, вы правы, что сегодня сложно. Сложно потому, что культура меняется, и люди знают, что развестись можно в любой момент. Да, легко. И молодежь чуть что сложно становится, быстренько уже не женаты. А, наверное, в вашей семье вы все-таки работали много над тем, чтобы отношения строить. Семья – это то, что строится точно так же, как и дом. Конечно. Я хочу вас поблагодарить, чтобы мы завершили официальную дискуссию, чтобы мы могли выключить прямой эфир. Может быть, не все можно выпускать в прямой эфир, что мы можем обсуждать. Поэтому хочу всех поблагодарить за то, что вы сегодня пришли, посмотрели работу моих коллег. Ну и успехов вам, Людмила, потому что вы первая героиня первого эпизода. Поэтому давайте поблагодарим Людмилу за то, что она нашла время. И всем спасибо.